Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Власти Казахстана должны расследовать деятельность в стране Агентства по международному развитию США. Об этом заявил депутат парламента Казахстана Магеррам Магеррамов, напомнив, что агентство ранее не было подотчетно и направляло огромные суммы на абсурдные и вредоносные проекты. Казахстан и Грузия укрепляют сотрудничество в ключевых секторах экономики, включая торговлю, транспорт и сельское хозяйство. В рамках амбициозных планов по развитию транскаспийского маршрута и увеличению поставок нефти стороны ищут новые возможности для партнерства, включая строительство инфраструктурных объектов и расширение экспортных поставок. В рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай были заключены инвестиционные соглашения в сфере энергетики. Эти соглашения открывают новые перспективы для энергетического сотрудничества между Бишкеком и Пекином, способствуя развитию возобновляемых источников энергии, привлечению инвестиций и укреплению энергетической безопасности республики. Соглашения открывают новые перспективы для энергетического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, способствуя развитию возобновляемых источников энергии, привлечению инвестиций и укреплению энергетической безопасности республики. 4 февраля Садыр Жапаров прибыл в Китай с государственным визитом. По итогам переговоров глав Китая и Кыргызстана принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. Также подписано более 20 документов о сотрудничестве. Украина не единственная страна, которой Азербайджан оказывает гумпомощь. Баку никого не оставляет в беде. Республика активно поддерживает государства, оказавшиеся в сложных ситуациях. К примеру, в 2023 году после разрушительного по масштабам землетрясения в Турции Азербайджан незамедлительно направил туда спасательные отряды, гуманитарные грузы и финансовую помощь. Иными словами, задействовал все свои силы. Страна и сейчас активно участвует в восстановлении инфраструктуры и поддержке пострадавших регионов Турции. Поддержку Азербайджан оказал и Пакистану. В 2022 году во время разрушительных наводнений туда была направлена финансовая помощь и продовольствие для поддержки пострадавших семей. А ранее в 2021 году Азербайджан оказал помощь афганскому населению, направив гуманитарные грузы, включая медикаменты и продукты питания. И это далеко не все примеры приверженности Азербайджана принципам солидарности и гуманизма. Казахстан и Грузия укрепляют сотрудничество в ключевых секторах экономики, включая торговлю, транспорт и сельское хозяйство. В рамках амбициозных планов по развитию транскаспийского маршрута и увеличению поставок нефти стороны ищут новые возможности для партнерства, включая строительство инфраструктурных объектов и расширение экспортных поставок. В прошлом году, если по итогам года, по железнодорожному направлению 4,7 миллиона тонн объем грузов составил. Это по сравнению с 2023 годом составляет рост на уровне 32%. Второе направление – это автомобильные перевозки. Здесь также у нас положительная сальдо, то есть положительный рост, 17% рост с общим объемом 42 тысячи тонн
груза, автомобильным транспортом. Кроме того, Казахстан продолжает строительство собственного терминала в порту Поти. Проект, реализуемый частным инвестором, рассчитан на 120 тысяч контейнеров в год при инвестициях в $30 миллионов. Ожидается, что терминал заработает в апреле этого года. Перспективным направлением остается сельское хозяйство. Товарооборот в агропромышленном секторе растет, и Казахстан готов увеличить экспорт сельхозпродукции в Грузию. Также развивается сотрудничество в подготовке специалистов и научных исследованиях в этой сфере. В целом, если взять 2024 год, мы успешно отработали. Значит, есть рост по итогам года на 12%. Объем экспорта составил $71 миллиона США, на 12,3% больше. В 2024 году начали поставлять зерно, пшеницу, мучные изделия, макароны, кондитерские изделия. 21 января согласовали ветеринарный сертификат на поставку мяса КРС, охлажденного, свежего и также живого скота. В принципе, в данном направлении будем работать, увеличивать поставку, активизировать. В ближайшее время запланирован визит казахстанской делегации в Грузию для встречи с министром сельского хозяйства и обсуждения новых совместных проектов. Стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере цифровизации, туризма и обмена опытом. По итогам переговоров премьер-министры подтвердили готовность укреплять торгово-экономические связи, а также развивать культурное и гуманитарное сотрудничество. Проекты, включая строительство современной швейной фабрики на 300 рабочих мест, были одобрены на 4-м заседании Совета фонда в Баку. По итогам заседания также были утверждены инвестиционная политика фонда и другие документы, необходимые для его функционирования. Кроме того, была одобрена концепция финансирования строительства многофункционального центра. В ходе заседания было подчеркнуто, что торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном выходит на новый этап и продолжает развиваться во всех направлениях. Это участники заседания дали поручение продолжить активную работу по формированию портфеля перспективных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фонда. Азербайджано-кыргызский фонд был создан в 2023 году с уставным капиталом $25 миллионов для содействия экономическому сотрудничеству между двумя странами. В ходе государственного визита президента Кыргызстана в Баку 24 апреля 2024 года было подписано дополнительное соглашение, увеличившее уставной капитал фонда до $100 миллионов. В конце 2023 года Евразийский экономический союз, в состав которого входит Кыргызстан, подписал с Ираном соглашение о свободной торговле. Это привело к увеличению товарооборота. Так, по итогам прошлого года экспорт только нефтяной продукции Ирана в Кыргызстан увеличился почти на 50%. В мае 2024-го Кыргызстан начал первые поставки охлажденного мяса баранины в Иран. Сотрудничество между странами имеет большой потенциал. Меры по его раскрытию обсудили во время двухсторонней встречи председатель Кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев и первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф. В ходе встречи с иранским коллегой Адылбек Касымалиев подчеркнул готовность Кыргызстана к совместным усилиям для увеличения объемов торговли и привлечения иранских инвестиций в экономику Кыргызстана. Инвестиций в ближайшее время действительно должно стать больше. В Бишкеке будет открыт ирано-кыргызский инвестиционный офис с уставным капиталом €50 миллионов. Кабинет министров Кыргызстана на днях одобрил проект рамочного соглашения. Иран готов оказать поддержку и в транспортно-логистической сфере. Исламская республика ранее выделила Кыргызстану землю в портовом городе Бендер-Аббаси. Теперь Иран готов оказать поддержку в его освоении. Выход к морю предлагается и другим странам Центральной Азии. На протяжении многих лет Исламская республика предоставляла все свои экономические возможности для пользования странами Центральной Азии в сфере транзита и транспорта. Тегеран старался предоставить те условия, которые есть в Иране для развития экономических отношений, и пользоваться теми условиями, которые есть в государствах Центральной Азии.
Кроме логистики и торговли, Иран и Кыргызстан успешно могут взаимодействовать и в энергетической сфере. Тем более, что опыт работы со странами Центральной Азии у Ирана в этой области уже есть. Исламская республика построила в Таджикистане ГЭС. 15 лет тому назад Иран построил в Таджикистане ГЭС на условии, что они будут 15 лет эксплуатировать его, и через 12 лет они передадут собственность Таджикистана. Вот как эксперт в области энергетики, я хотел вопрос, значит, у вас есть ли такие намерения в сфере энергетики, да, построить у нас, значит, ГЭС, ну, может быть, 10-15 лет, значит, она будет работать на Иран, а потом передать ведение Кыргызской республики. Кыргызстан интересен Ирану как элемент двухстороннего сотрудничества, так и участник Евразийского экономического союза, в котором Иран получил статус наблюдателя, а также как часть Центральноазиатского региона, который имеет стратегическое значение для Исламской республики. Для нас важны государства Персидского залива и Юго-Восточной и Центральной Азии. Внешняя политика Ирана такова, что мы считаем, что у нас должен быть сильный регион. Это необходимо для того, чтобы государства региона не были включены в внешнюю войну и гонку вооружений. Развивать и укреплять отношения Иран намерен не только с Кыргызстаном, но и с остальными странами Центральной Азии. К приоритетным направлениям относятся не только экономика, но и политическая, военные сферы, а также сфера безопасности, противодействия экстремизму, терроризму и другим угрозам, в том числе и тем, что приходят из Афганистана. С 7 февраля 2025 года в Актау состоялся поминальный обед в память о погибших в авиакатастрофе самолета азербайджанских авиалиний, произошедшей 25 декабря 2024 года. В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Кылыбай, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманов, члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, представители учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители города Актау. В начале мероприятия были прочитаны аяты из священного Корана. Глава Мангистауской области Нурдаулет Кылыбай выразил соболезнования близким погибших и отметил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия по устранению последствий авиакатастрофы и установлению ее причин, оказанию помощи пострадавшим. Компетентные органы Казахстана, в том числе и глава Мангистауской области, приняли все необходимые меры в дни трагедии. Кылыбай еще раз поблагодарил спасателей, медиков и всех неравнодушных казахстанцев. Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер. Он отметил, что, расположившись на восточном и западном берегах Каспийского моря, Казахстан и Азербайджан являются важными игроками тюркского мира, а также ключевыми звеньями евразийской транспортно-логистической архитектуры. Байел напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дружба и братство между нашими странами после трагедии стали еще крепче. В этом контексте он отметил, что казахстанская сторона с благодарностью восприняла предложение азербайджанского бизнесмена Амиля Юсивова оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе. В свою очередь, азербайджанский предприниматель подчеркнул, что успешно занимается бизнесом в Казахстане
и считает своим долгом оказать поддержку братскому народу. В ходе мероприятия Амил Юсифов вручил близким погибших казахстанцев ключи от 5 двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе в городе Алматы. Кроме того, меценат также подарил 3 новых автомобиля департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистаускской области, больницы и станции скорой неотложной медицинской помощи города Актау. Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов отметил, что трагедия оставила глубокий след в сердцах всех людей и в то же время продемонстрировала единство двух братских народов. Он выразил благодарность казахстанским спасателям, врачам и всем, кто оказал помощь пострадавшим. Близкие погибших и сотрудники учреждений, участвовавших в оказании помощи пострадавшим, поблагодарили азербайджанского предпринимателя. Глава области Килыбай также выразил благодарность от имени общественности Мангистаускской области и подчеркнул, что мероприятие стало еще одним образцом казахско-азербайджанской дружбы. Сона Аббасали кызы Исмайлова родилась в селе Арданиш Гайчинского района Западного Азербайджана. Окончила факультет журналистики Бакинского государственного университета. В настоящее время Сона Ханум занимается общественной деятельностью в качестве члена Женского совета Западно-Азербайджанской республики и председателя Женского совета села Арданиш. Автор, впервые встретившийся с читателями в 1997 году, к настоящему моменту опубликовала 17 книг, среди которых романы, рассказы, пьесы, поэмы, рассказы, эссе и детские стихи. Ее книги переведены на турецкий, грузинский, узбекский, кыргызский, казахский, персидский и другие языки и включены в государственные библиотеки этих стран, а также в президентскую библиотеку и Центральную библиотеку Азербайджана. Кроме того, более 20 песен и их вариаций нашли свое место в сердцах любителей музыки в исполнении азербайджанских и турецких певцов. Сона Ханум удостоена президентской премии и является членом Союза писателей Азербайджана, Союза журналистов России, а также Союза туркменов Ирака, Кыргызстана, Грузии и Казахстана. За активное участие в международном конкурсе за лучшие заслуги, организованном на уровне Содружества независимых государств, награждена памятным знаком и грамотой. Известный своей преданностью делу и самоотверженностью в различных областях, автор работала азербайджанским представителем в турецком агентстве Kaya Haber и написала около 100 новостных статей для Европы и мира. Представитель Евразийской Федерации искусств, культуры и литературы Азербайджана и в Центральной Азии. Она также была удостоена наград Самат Бехранги, Золотое перо и других престижных наград. Она проработала в государственной нефтяной компании Азербайджанской республики более 35 лет и неоднократно была отмечена государственными наградами за свои заслуги. Сона Ханум, посвятившая свою жизнь литературе, журналистике, музыке и общественной деятельности, является матерью 2 детей. Благодаря своей глубокой национальной преданности, общественной активности и богатому творчеству она представляет азербайджанскую литературу и культуру на высоком уровне как внутри страны, так и на международной арене. Скоро будут опубликованы ее избранные произведения в 4 томах. Sola xanım, sizi xoş gördük Azərbaycanda. Bizim televiziya tamaşaçılarımız üçün
sizi tanış eləmək əlbəttə minlərlə bizim izləyicilərimiz üçün xoş olar. Çünki siz uzun illərdir... Сона ханым, мы приветствуем вас в Азербайджане. Конечно, нам будет приятно представить вас нашей аудитории. Как азербайджанка вы продолжаете свою творческую деятельность. Вы также посетили наши турецкие государства. Отрадно также, что вы являетесь членом как журналистских, так и писательских объединений наших тюркских стран. Вы уже оставили свой след в истории. Skажите, пожалуйста, нашим telezrителям o себе. Çok sağ olun, çok hoş gelmişsiniz. Bizi de yine de özverilişinizde görmek bizi çok şad oldum. Пожалуйста. Я также с удовольствием приму участие в вашей программе. Конечно, у меня много заслуг перед тюркским сообществом и туранскими государствами. Постараюсь продолжить свою деятельность и впредь. Мой роман был переведен на узбекский язык Дилары Ханум в Узбекистане. В настоящее время роман переводится на кыргызский язык. Я была в Иране, когда писала этот исторический роман. Много исследовала архивы в Тебризе. Вы знаете, что Хагани Тебризи жил и работал в Иране. Роман был посвящен ему. В то же время написала повесть о Хагани Тебризи. И роман и повесть о Хагани, чьим творчеством я восхищаюсь. Как вы знаете, я родилась в Западном Азербайджане, окончила факультет журналистики университета. Сегодня, продолжая свою деятельность, была редактором 520 книг. Также хотела бы сообщить, что мои книги переведены в Турции, Грузии, Иране, Узбекистане, Ираке. Конечно, я также очень рада, что мой роман переводится в Кыргызстане. Скоро будет опубликован на кыргызском языке. Пользуясь случаем, хочу передать теплые приветствия Кыргызстану, Узбекистану и Казахстану. Мне они тоже очень родные. Я часто посещаю эти родные страны. Скоро снова посещу братские мне страны. Сейчас информирую своих коллег в этих странах о том, что во время моего визита у нас пройдут мероприятия. Давайте будем вместе. Bugün sizle apardığımız müsahibəni başa çattırar-çatdırmaz. Сегодня мы вручим вам награду за вашу деятельность в турецком мире от имени телеканалов Türkiye Medya, TV15 и TMB. TV15 telekanalının adından sizə də Türk dünyası küçük bir ödülünü verəcəyik. Спасибо. Это было бы для меня самой большой наградой. Это правда. У меня также есть многочисленные награды из этих стран. Это также считается отдельной наградой внимания. Alacağım diye düşünürəm. Çox sağ olun. Mənim üçün sevindirici bir hal.
Съемочная группа «Мост дружбы» побывала недалеко от города Трабзон, на чайной фабрике «Ики Чай» 2 чая. После короткого экскурса генеральный директор этой фабрики Кемал Кахраман отметил: ...1986 yılından beri çay işiyle uğraşıyorum Trabzon'da. Sadece de çay işini yapıyoruz. Biz bulunduğumuz bu bölgeye geçen yıl fabrikayı taşıdık. Daha önceki yılda buradan 30 kilometre ileride Yomra ilçesi var. Yine Trabzon'un. Мы с 1986 года занимаемся производством чая. Наш регион производит 30% чая Турции, и качество очень высокое, чем в Ризе. Вкус ближе к индийскому чаю. Наши чайные плантации молодые, 6-7 лет тому назад создавали, поэтому урожай получается высокого качества. Каждый день обрабатываем около 100 тонн зеленого чая. От этого получаем в чистом виде 17 тонн готовой продукции. Процесс производства чая занимает обычно около 6 месяцев и длится с мая по октябрь. Благодаря подходящим климатическим условиям удается выращивать и производить замечательный чай без использования каких-либо химических удобрений или добавок. В год 3 раза собираем урожай – в мае, июле и в сентябре. Иногда 4-й раз тоже собираем чайные листы. Знаете, у людей есть свои чайные плантации, но нет фабрик. Они урожай сдают или государству, или фабрикантам. В общей сложности сегодня в Турции изготавливается в год 230-250 тысяч тонн чая. Получается, каждый человек в год использует около 3 килограммов продукции. В год нашу фабрику посещает более 50 тысяч туристов. Завяливание – это процесс, при котором содержание воды с 70-80% уменьшается до 50-55%. Происходит в специальных камерах, в которых регулируется уровень температуры и влажности. Скручивание листа – это операция, при которой экстракт сухого чайного листа распределяется по поверхности проката листьев. Скручивание осуществляется в специальных машинах, роллерах, которые сжимают лист и, не раздавливая его внешне, разрушают структуру листа на клеточном уровне. Таким путем высвобождается аромат листа и дается старт процессу окисления его воздухом. Таким образом, с момента скручивания начинается процесс ферментации. Важной задачей скручивания также является придание ему необходимого внешнего вида, для чего завяленный чайный лист свертывается винтообразно в трубочку. Ферментация является кульминацией биохимических процессов, происходящих при завяливании и скручивании, и наиболее важным процессом при производстве черного чая. За время ферментации скрученный лист в результате окислительных процессов приобретает другой цвет, и изменяются вещества, придающие горечь чайному листу. Сушка. Цель сушки – прекращение процесса ферментации под действием высокой температуры, удаление из листа излишней влаги до 3-4% и окончательное формирование качества готового чая. Тепловая сушка ферментированного чайного листа позволяет получить черный чай с характерным внешним видом, вкусом, цветом и ароматом. Сортировка. Это процесс, при котором сухой чай после сушки в печи подвергается сортировке на ситах разных номеров по толщине и качеству. Турция входит в первую 5 по производству чая в мире. А сами турки şutят, что страна может быть и 5-я по производству, но по потреблению точно 1-я. Biz teşekkür ederiz. Ata diyarına selamlar, saygılar. Herkese mutlu, huzurlu yaşantılar diliyoruz memleketlerinde. Чаепитие, душевная беседа за чашкой чая, имеет давние традиции. Уже в летописях встречаются первые упоминания о традициях чайных посиделок. Чай мы пьем из небольших прозрачных стаканчиков, похожих по форме на любимый всей страной цветок тюльпан. Говорят, что такая зауженная кверху форма позволяет дольше сохранять напиток горячим. Стакан здесь сменяется за стаканом, чайник кипит круглые сутки, и ни один разговор не обойдется без чая. Таким образом, за день обычный турок может выпить около 30 стаканов горячего напитка, и это далеко не предел. Вы можете быть уверены, что чай вам предложат везде, куда бы вы ни пришли.
Это маленький замок, который возвышается на более низком холме на западе города. История этого замка восходит ко времени правления императора Юстиниана, известного также благодаря собору Айя София в Стамбуле, хотя, как большинство замков, его время от времени обновляли, особенно во время правления в Трабзоне византийского императора Алексия II 1297-1330 годы. Hoş gördük Nehir Hanım sizi. Сферу деятельности вы выбрали. Я работала в сфере производства кухонной мебели. У меня двое сыновей. Оба учились в Азербайджане. Они тоже поженились здесь. В 2009 году мы решили переехать в Америку. Поначалу нам жилось хорошо, но потом мы пожалели о приезде и вернулись в Турцию. Я помогала с документацией Федерации Турк-Ахска в Анкаре и некоторое время работала с ними. Я переехала в Баку со своей семьей и привыкла к этому месту. Высшее образование также получила в Баку. Я специализировалась в нефтехимической промышленности. Также получила диплом и защитила докторскую диссертацию. Затем я выбрала сферу бизнеса и начала работать. Нигир Ханум, помимо того, что вы являетесь бизнес-леди, вы также принимаете активное участие в социально-культурной и общественной жизни Азербайджана. Совершенно верно. Когда я жила за границей, мне казалось, что чего-то не хватает. И вот теперь я здесь, глубоко понимаю, что важно для нашего единства. Я не смешиваю свою деловую деятельность с культурной и общественной деятельностью. Моя цель и долг – служить своей стране. Мой долг – продвигать Азербайджан и тюркский мир в мире. В то же время, благодаря совместной деятельности глав наших государств, тюркский мир теперь известен во всем мире. Наш долг – поддержать это. Каждый должен сделать все возможное ради нашего единства. Мы также должны сыграть здесь свою роль, потому что история напишет это все своими именами. Мы уже находимся на этом этапе. Туран уже наступил. Вы также пишете: я являюсь членом Союза писателей Азербайджана. Работаю над карабахским вопросом с большим сердцем. Особое место в наших статьях занимают заслуги нашего верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в деле возвращения земель. Я чувствую себя счастливой. Конечно, освобождение земель от оккупации было нашей честью. Мне также посчастливилось побывать на освобожденной земле Карабаха по линии Союза писателей. Когда вы думаете о родине, что первое приходит вам на ум? Место, где я родилась, конечно, Азербайджан. На ум приходит Турция. Я слушаю разговоры на азербайджанском языке. На ум приходит наша еда. Это Родина. Вы проделали весь путь до Америки. Хотите ли вы что-нибудь сказать тем, с кем вы познакомились в рамках нашей программы?
Я передаю самые теплые приветствия всем моим родственникам, соотечественникам, а также моим турецким братьям в Средней Азии и всегда желаю им счастливой жизни.